Добрый вечер. События за неделю накапливались, нарастали, уже грозили чем-то очень серьезным, но то, что произошло в четверг, 24 февраля, вероятно, обнулило все остальные события, и жизнь раскололась на до и после. Вообще, Украина, конечно, не близкий свет для Республики Коми, но то, что сейчас в ней происходит, отзывается и на нас. Я имею в виду прежде всего чемпионат мира по хоккею с мячом. Он, точнее, его основная часть должна была пройти с 27 марта по 3 апреля. И, вероятно, этот чемпионат мира следует назвать, наверное, самым несчастливым в истории их проведения. Эта история насчитывает уже больше 60 лет. Вообще, все шло вначале и начиналось даже как раз очень благопристойно и хорошо. Анонсировал чемпионат сам Владимир Путин. Но затем волей-неволей встал вопрос о строительстве Ледового дворца, который по канонам, по стандартам Международной Федерации хоккея с мячом должен был вмещать не менее 5000 зрителей. И сразу возник вопрос, где же его в Сыктывкаре размещать. Пока с этим вопросом возились, пока выбирали место, а это называлось и орбита, и запасное поле при том же республиканском стадионе, прошло время. Пока выбрали, наконец, вместо запасного поля сам республиканский стадион для реконструкции, прошло время. Время набегало, и над чемпионатом зависла угроза переноса его в Иркутск, потому что в Сыктывкаре ничего не делалось. Наконец, и это уже произошло после отставки Сергея Гапликова с поста главы Республики Коми, он так и не успел построить этот объект, который мог бы быть, вообще-то говоря, тоже в копилку его известных спортивно-строительных достижений. Но не сложилось. В результате правительство обратилось к известной работающей в республике компании, сербской компании «Энергопроект Високоградня», но возник тот же самый вопрос, который теперь волнует вот уже больше 2 лет целый мир, а именно коронавирус. Требовалось привлекать неквалифицированные рабочие кадры из-за рубежа, в частности из Средней Азии. С этим столкнулся как раз Високоградня. И мало того, коронавирус, как известно, повлек перенос самого чемпионата. Он должен был пройти и быть приурочен к столетию республики. В 2021 году его перенесли на 2022. И опять ковид, он ведь никуда не девается, он приобретает новые формы, проникает новыми штаммами. В результате на чемпионате не должна была сыграть группа Б, то есть такая подготовительная вторая лига. Из группы А отказалась играть команда США, и тоже по причинам, связанным с ковидом. И вот нанесен, судя по всему, последний удар воистину колуном по голове. Получается такой интересный парадокс. В 2018 году президент анонсировал проведение чемпионата мира в Сыктывкаре. В 2022, судя по всему, президент похоронил проведение чемпионата мира в Сыктывкаре. И это не голые слова. Буквально на следующий день после объявления о специальной военной операции на Украине последовательно Финляндия, Швеция и Норвегия отказались от участия. И уже не ссылаясь ни на какой коронавирус, а прямо говоря, что это связано с политическими событиями между Россией и Украиной. Так что теперь, учитывая, что именно эти команды, собственно говоря, играют между собой, разыгрывают главный комплект наград, в группе остались, смотрим, Венгрия, Германия, Казахстан, Россия и Эстония. Первые 2 и последние члены Европейского Союза и НАТО. Вроде как бы это формально не связано, но мы-то прекрасно понимаем, что и раньше, и особенно сейчас, в последние несколько дней, и спортивные мероприятия, а особенно международного уровня, рассматриваются именно с политической точки зрения. В те минуты, когда вы, вероятно, смотрите это видео, начинается совет, или уже проходит совет Международной Федерации хоккея с мячом. Он должен принять какие-то решения, сделать какие-то заявления, но, судя по всему, эти решения будут не в пользу чемпионата мира по хоккею. Вы, наверное, знаете, что вот утром встанешь не с той ноги, и все идет на смарку весь день. И психологи, и простой житейский опыт советуют лучше отложить дела в этом случае, кроме самых срочных. Может быть, так и следовало поступить действительно с чемпионатом мира. Но, опять же, может быть, и есть и положительная сторона во всем этом. Кто-то же на этом все-таки заработал. Всего вам доброго.